Фимахово. Сегодня мы решили записать пробный подкаст, который, надеемся, станет циклом передач. В гостях у нас председатель Координационного совета адыгских общественных организаций Аслан Бишто. Фахус Апши, Аслан. Упсау Апши, Фимахово Набжауха. Темой нашей передачи мы выбрали черкесский флаг в преддверии 25 апреля, праздника Дня черкесского флага, и решили поговорить на эту тему. Аслан, первый такой вопрос. Происхождение черкесского флага. Спасибо, конечно, за вопрос. Он, наверное, один из самых сложных, но постараюсь по мере своего знания, своего разумения дать прояснение по этому поводу. Существует такая более-менее устоявшаяся версия, что флаг этот был создан шотландским журналистом и политиком Дэвидом Урквартом и презентован черкесам в преддверии их общенационального съезда. Затем начали возникать какие-то дополнения, не противоречащие вот этой основной версии. Но более глубокое изучение данной тематики позволяет уверенно говорить о том, что атрибуты, присущие черкесскому флагу, в данном случае это стрелы, звезды, зеленый фон, был всегда присущ геральдике черкесов. Достаточно вспомнить о том, что еще в XVI веке черкесы, ушедшие в Великое княжество Литовское, это 3 жанинских и 2 кабардинских князя со всеми своими подданными, они унесли с собой туда данную символику, и такие города, как Чигирин, Канев, Черкасы до сих пор в своих гербах несут данную символику. Это стрелы, звезды или, скажем, более ранний герб Кабарды, всадник с копьем в руках. Все это присуще в геральдике данных городов. Учитывая, что один из предполагаемых авторов или соавторов черкесского флага Сафарбей Зан, который в период как раз возникновения черкесского флага находился в Турции, в такой полуссылке, полудомашнем аресте, и учитывая, что Сафарбей Зан также происходит из династии Иналидов, то вполне логично предположить, что Дэвид Уркварт, даже если он и является автором черкесского флага, не без всякого сомнения руководствовался сведениями, полученными от Сафарбея Зана, исходящим из геральдики черкесов, которые князь Сафарбей Зан не мог не знать в принципе. Это первое. Во-вторых, сам черкесский флаг идеально ложится в геральдическую науку. Его исходный цвет – это аквамарин, или, как его еще по-другому называют, зелень с серебром, символизирует в европейской геральдической науке стремление к миру. Стрелы, направленные вверх, означают готовность к защите. Ну и звезды, соответственно, обозначают в европейской геральдике это принадлежность к ордену. А достаточно вспомнить, что орден – это развитие так называемых клятвенных союзов, или, если говорить более ясным языком, соприсяжничеств, которые очень широко бытовали у всех черкесских колен и в дальнейшем их развитии у черкесских политий, которые бытовали на территории. То есть в связи с этим абсолютно уместно предполагать то, что и уверенно говорить о том, что, несмотря на приписываемое Дэвиду Уркварту авторство, никакого сомнения в том, что за геральдикой и атрибутикой черкесского флага стоят непосредственно сами черкесы, нет никакого сомнения. Также
когда я готовился к теме, мне попалась такая цитата Спенсера, который пишет, что Дэвид Уркфорд, который утверждал, приписывая себе авторство флага, что это не более чем хвастовство Уркфорта. И Спенсер же присутствовал на этом большом хасе черкесов, на котором была презентация черкесского флага. И вот сам Спенсер утверждает, что Уркфорд это просто хвастовство. Я согласен с этим частично, потому что вряд ли это было простым хвастовством, и нет никакого сомнения в том, что Урквард в Турции встречался, в Османской империи тогдашней, встречался и с Сафарбеем Заном, поэтому, возможно, предложенные Сафарбеем Заном какие-то формы черкесского флага были осмыслены творчески и переведены в геральдическую науку европейскую непосредственно Дэвидом Урквартом. Почему я так думаю? Потому что сам Дэвид Уркварт, он происходит из шотландского рода Аркарт, так называемый клан Аркарт, который бытует до сих пор и представляет свой герб и свою геральдику на съезде кланов Шотландии до сих пор. Насколько я помню, гербом Аркартов является кабанья голова с направленными вверх острыми клыками. Поэтому знание своего родового герба, своей родовой геральдики и общей европейской геральдики наверняка смогло подвигнуть Дэвида Уркварта к приложению сил и знаний в вопросе создания черкесского флага. Вместе с тем, когда листаешь какие-то старые фотографии, гравюры и так далее, то иногда обнаруживаешь такой прообраз, скажем так, современного черкесского флага, условно называемый Натухайским князем. А мы знаем, что, несмотря на происхождение Сафарбея Зана из политии Хагача, он впоследствии был достаточно видным князем и даже одним из наиболее авторитетных князей именно в колене Натхуажа, или как его называют, натухайцев. Поэтому вот именно вот этот вопрос флага возникает в колене натухайцев в виде ныне нам известной формы, но с 8 звездами вместо 12. А 12 это возникло уже непосредственно на Хаса в Убине, в преддверии Хаса в Убине, когда черкесы, в том числе и по предложению английских эмиссаров, разделили свою страну на 12 провинций. И вот эти 12 звезд символизировали эти 12 провинций, но никак не субэтносов черкесов. Субэтносов черкесов в определенные времена было более 20. Да, они проистекают друг от друга, каким-то образом сливаются или разделяются. Это обычный процесс внутри каждого народа, но тем не менее 12 звезд не связаны с 12 субэтносами, а связаны именно с политическим делением внутри Западной Черкесии, отказом от субэтнического деления и выстраиванием политического устройства именно по политическому принципу, по провинциям территориальным для наиболее удобного собирания внутренних налогов, формирования вооруженных сил и более успешного противостояния экспансии Российской империи. Также мне вспоминается знамя Кучука Джанхотова, правителя Объединенной Кабарды, на котором присутствует 2 скрещенные стрелы и 3 звезды. То есть вот эта тематика стрел и звезд, она прослеживается в адыгских княжествах от Кабарды и до Черного моря. То есть если англичане приложили какую-то руку к этому, то они основывались на черкесском фундаменте. И может
какую-то редактуру свою привнесли, но это исконно адыгская стрелы и звезды. В этом нет никакого сомнения. Отчасти ваша версия подтверждается тем, что черкесский флаг идеально ложится в геометрическую и астрономическую градацию прохода Луны по небосводу. Переложенная графически вот эта вот лунная дорога, как бы, да, она и создает вот эти 12 звезд и 3 стрелы. В связи с этим я полностью могу согласиться с предложенным, что даже если и приложили, то всего лишь творчески осмыслили существующую у черкесов символику. Политический строй черкесов. Флаг, вот вы сказали, это флаг конфедеративный. До появления флага черкесские княжества носили демократический, республиканский, конфедеративный характер, но они не имели объединения. То есть вот этот флаг, флаг – это обоснование государственности Объединенной Черкесии. Можно так формулировать? Отчасти. Хочу пояснить здесь свою мысль. Если мы говорим о Черкесии вообще, то, конечно же, ни в коем случае нельзя исключать и Кабарду. Почему Кабарда стоит несколько особняком? Потому что Кабарда очень долго воевала и пала еще до появления вот этого нынешнего символа черкесов. Значит ли это, что Кабарда не имеет отношения к Черкесии? Нет, конечно, никоим образом. В частности, огромную роль в противостоянии агрессии в той же Западной Черкесии играли и так называемые беглые кабардинцы. Но беглые ли они? Нет. Потому что переселение с одной части своей страны в другую часть невозможно назвать, наверное, бегством. Скорее, это вынужденное переселение. Для чего? Для того, чтобы сохранить свободу и уклад жизни, который устраивает наиболее, именно отвечает наиболее твоей внутренней сущности. Достаточно в данном случае вспомнить служебную записку Раевского, когда он отвечал за переговоры Хаджиберзека Дагамуко и Вильяминова уже в финале войны. И Раевский открытым текстом пишет о том, что Хаджиберзек Дагамуко категорическим образом потребовал присутствия на переговорах переводчика с кабардинского языка. Именно с кабардинского диалекта, несмотря на то, что, скорее всего, сам Хаджиберзек пользовался достаточно уверенно, скорее, почти всеми западными диалектами, тем не менее, эта записка есть, это исторический факт, и требует, наверное, своего исследователя, для чего и почему это было сделано. То есть, не говорить о том, что Кабарда не имела какого-либо причастия к этому флагу, вряд ли вообще имеет какой-то смысл. Если дальше мы развиваем вот этот вопрос, то какое было устройство? Устройство некоторых политий Черкесии было условно-феодальным. Оно напоминало ранее феодальное княжество Западной Европы, в частности Германии, на заре своего объединения. Другие были республиканскими, демократическими, как их сейчас называют, но, наверное, не совсем демократическими, потому что очень такая знаменательная ситуация произошла во время Бзюкской битвы, когда Шапсуги, Надхуакваджа и некоторые отказались от полного управления своими князьями и возложили функции управления целиком и полностью на народный сход. Таким образом, уменьшив влияние своих князей на внутреннюю жизнь политий и увеличив влияние решений съезда на эту же самую жизнь.
Такая же ситуация в какой-то момент возникла и в Кабарде. Достаточно вспомнить знаменитое восстание Дамалея, которому в советское время пытались, конечно же, придать символическое значение социальной революции, когда низы уже не могут и так далее. На самом деле ситуация выглядела совершенно по-другому. Восстание Дамалея целиком и полностью было посвящено, условно, конечно, я говорю, нарушению незыблемого договора внутри общества, когда я не знаю, какое правильное слово в русском языке, у нас это слово называется «аль-хукар». Наверное, это свободный общинник, вот так, наверное, правильно будет сказать. Свободные общинники, которые платят налоги князьям и аристократам за свою безопасность, выразили протест в связи с односторонним увеличением налогов. Почему это произошло? Кабарда вошла в активную фазу военного противостояния с Российской империей. Кабарда вынуждена была закупать порох, нехватка чего всегда ощущалась. В связи с этим были увеличены определенные налоги. Но общинники отказались повышать вот эти налоги. Почему? Потому что это нарушало священное право свободы. И возвращаясь к политическому устройству, то это называется форма контракта. Аристократ не имеет права посягать на имущество свободного общинника никоим образом. Аристократ заключает с ним определенный договор, гарантируя ему безопасность, беспроблемная жизнь, беспроблемное существование, платя за это своей жизнью, своим здоровьем, постоянно рискуя для безопасности страны и в обмен получая вознаграждение в виде славы при достижении каких-то успехов. В связи с этим, возвращаясь к политическому устройству уже в Западной Черкесии, в так называемых демократических субэтносах, да, то народ, свободные общинники в данном случае сами отказались от такой формы контракта и определили, что безопасность страны равномерно лежит на всех одинаково, в отличие от Кабарды. То есть некоторые части страны за свою безопасность отвечали сами, другие делегировали это вызывающимся и берущим самостоятельно на себя эту ответственность другим. В этом заключается основная особенность, основное различие между Восточной и Западной Черкесией. Восстание Дамалея – это эпоха правления какого императора? Восстание Дамалея – это 1782 год. Это уже начало активной фазы действий. Насколько я помню, да, 1782 год. То есть это уже Екатерина II, да? С Екатерины началось. По-моему, видимо, Екатерина. Да, скорее надо уже по датам здесь, наверное, посмотреть. И вот это вот восстание Дамалея, оно, возможно, каким-то образом все-таки помешало аристократам и князьям, в том числе и в создании своей собственной артиллерии. Говорить об отсутствии полностью артиллерии во время военного противостояния нет, конечно. Некоторые князья имели до 10-12 пушек в своем распоряжении и использовали их достаточно активно, но отсутствие активной добычи селитры в наших горах обуславливало постоянный дефицит пороха. При том, что в огнестрельном оружии вообще не было какого-либо недостатка. Но именно пушечное дело, возможно, и послужило причиной поражения Черкесии в военном противостоянии. Также к моменту, что вот Кабарду постоянно ставят особняком, пытаются как-то разделить. Если вспомнить конфликт, с которого все началось, Моздок, спор за Моздок, Кабарда собрала коалицию из закубанских княжеств со всех, и по сути они все были родня. От Кабарды, дальше Бждугия,
все они были родственники, связанные аталычеством и кровными. И, по сути, это была коалиция, общечеркесская коалиция, которая нападала на моздокскую кордонную линию, и вот с этого все пошло. И различия в строях в Западной Черкесии тоже были аристократические строя, Те же демократические. тимиргоевцы, те же бжедуги, Да, разделившиеся натухайцы. позднее на 4 колена: тухайцы, шигаки или хагача, как мы их называем. Убыхи тоже не совсем Убыхи, демократы. да, шапсуги те же самые, тоже не совсем демократы, если вот так взять. Я же говорю, различие состоит в чем? Если в Кабарде, в Восточной Черкесии по-прежнему оставался так называемый трехпалатный парламент или трехпалатная хаса, это палата свободных общинников, палата орков, аристократов и палата князей. Достаточно вспомнить вот это наследие Шора Ногмова, принятие шариата в Кабарде, 1803 год, где таким, скажем так, мелким шрифтом, если говорить по-современному, внизу есть приписка. При принятии шариата князья судиться и рядятся между собою по своему природному обычаю. То есть даже при принятии полностью ислама и при принятии шариата в Кабарде, тем не менее, по-прежнему князья предпочитали быть особняком, то есть по своим собственным законам и обычаям решали споры между собою. При этом, отказываясь от какой-либо части до шариатских, скажем так, обычаев, да, тем не менее, народ в большей степени сохранил решение своей судьбы именно по решению хаса, в то время как шариат прямо предполагает наличие выборного халифа, скажем так. Но этого не произошло. И создание национального знамени уже это говорит о том, что это все-таки война, и вот это движение, оно было национальное, а не религиозное, как некоторые пытаются преподнести. Абсолютно верно. Никакого религиозного подтекста в данном случае не было. Более того, можно уверенно говорить о том, по крайней мере, ссылаясь на барона Сталя, что в какой-то определенный момент русское военное командование поняло, что религиозность является в какой-то мере их союзницей. Барон Сталь прямо говорит об этом. В то время русские командиры называли ислам мюридизмом. И барон Сталь прямо пишет: нужно, говорит, достаточно уверенно констатировать о том, что мюридизм при всей кажущейся своей непримиримости играет нам очень сильно на руку, потому что он отнимает у горца то сакральное и неприкосновенное, с чем мы никак не можем бороться, это его свободу. Приучая горца к повиновению, мюридизм играет нам на руку, потому что как только горец привыкнет к определенному повиновению, нам достаточно сменить того, кого он слушается и к кому прислушивается. И начиная с этой констатации, российская администрация начала усиленно сама насаждать религиозность как в Кабарде, так и в Западной Черкесии. Об этом есть достаточно уверенные и подробные описания о том, что тот же Кабардинский временный суд, который возглавлялся кадием и отставным князем, те же самые строительства мечетей, утверждение муфтията по распоряжению Екатерины II в Российской империи. То есть религия в данном случае стала одним из имперских инструментов покорения абсолютно свободных, свободолюбивых, никоим образом не желающих менять эту свободу на какие-либо блага, предлагаемые империей людей. Поэтому говорить о изначальной религиозности войны ни в коем случае не стоит. Это была именно война за свой образ жизни и за свою свободу. Почему? Потому что свободный народ воевал с несвободным и проиграл, как обычно и бывает.
Также религиозный аспект очень любит использоваться пропагандой. И что имперской, что советской. Ну, по сути, это обе имперские пропаганды, которые не меняли свое отношение к адыгам ни со времен Российской империи, ни со времен Советского Союза. У них строя менялись, отношение оставалось такое же. Многие, ну, даже если далеко не ходить, собрание, на котором был принят черкесский флаг, проходило возле священной рощи на развалинах какого-то древнего греческого креста. На хаса или на народных собраниях всегда поднимался и ставился только общечеркесский флаг после его принятия. Это говорит о его символизме, о его значении и о той смысловой нагрузке, которую ему придавали сами черкесы. Это действительно стал единым, общим и неделимым флагом для всех черкесов. Далее, как мы уже знаем в истории, случается после окончания Кавказской войны, после мухаджирства. Что случилось с памятью о черкесском флаге? Помнили ли о нем на Кавказе те остатки черкесов, которые здесь остались? Что было в диаспоре? Сохранился ли он там? Интересует период забвения черкесского флага. Период забвения, он для этого и существует, для того, чтобы дать народу исправленную версию его собственной истории. С этой целью из народа была вычеркнута полностью всякая память об этом флаге. Абсолютно полностью. Это здесь, что касается на родине. На Кавказе. На Кавказе. Не только на Кавказе. Вообще в России, наверное, были специалисты, естественно, были специалисты, которые знали об общечеркесском флаге, знали о символизме черкесов, о всех вот этих флагах. Например, в артиллерийском музее, наверное, хранится около пары сотен черкесских флагов, вымпелов, значков и так далее, в разное время полученных в качестве трофея во время военных стычек. Из них какую-то часть описал в свое время Максидов, но я более чем уверен, в каких-то рапортах, в каких-то донесениях, и не одноразово, а повторяясь, множество было докладов о появлении такого общего флага. Ни разу за всю поствоенную российскую историографию, ни разу за всю советскую историографию об этом флаге на территории этой страны не было ни одного упоминания. Флаг был полностью предан забвению здесь, причем искусственно, и категорически запрещалось какое-либо упоминание о какой-либо символике у черкесов, даже в исторических трудах. Вот это все прошлое было подвергнуто ревизии, и по большому счету нашу историю нам пришлось заново учить, заново восстанавливать и заново узнавать, кто мы, откуда мы идем и какое у нас будущее. Забвение черкесского флага довершило на заре советской истории разделение единого черкесского народа на адыгейцев, черкесов, кабардинцев. Абсолютно верно. Как бы оформила эту политику, поставив печать, что ли. По сути, Адыгейская республика вначале называлась Черкесская республика. Да. Я наткнулся на такую, в статье Нефляшевой. В 1970-х годах Аскарби Гадагатль привозит из-за рубежа книгу Спенсера с рисунком черкесского флага. Что-нибудь известно об этом? Да, известно. Это был подлинник издания Спенсера о путешествии в Черкесию. И там действительно на заглавной странице был цветной рисунок этого флага. Подсказали Аскеру Гадагатлю об этой книге представители самой черкесской диаспоры. По крайней мере, я так слышал от репатриантов из Сирии. А в самой же диаспоре эта книга была на руках, была в ходу, и я встречал некоторых людей,
которые очень сильно удивлялись вот этому забвению, которое было на родине. Они всегда знали, что этот флаг был национальным. Достаточно нам вспомнить, например, знаменитый черкесский эскадрон французской армии в Сирии и Ливанте. И флаг этого эскадрона, он базировался на основе вот этого черкесского зеленого флага с какими-то небольшими дополнениями или надписями, в том числе перечислением тех мест, где они воевали. То есть противоположность вот этому забвению, которое бытовало у нас в диаспоре, по крайней мере в Сирии, в Иордании, память о черкесском флаге была жива. Более того, один из репатриантов недавно рассказал очень интересную вещь, аудиозапись это хранится у меня, о том, что в своей молодости, когда ему сейчас больше 70 лет, ближе к 80, на заре своей молодости у него были друзья из Сирии, в Сирии, сейчас я вспомню, Манбудж, в город Манбудж. Он дружил с семьей и говорит, когда я уже сблизился достаточно с семьей, отец этого семейства как-то, говорит, позвал меня в свою комнату, достал, говорит, очень старый потрепанный сундучок и достал оттуда черкесский флаг. Я, говорит, был очень удивлен. Я спросил, что это? Он сказал, это черкесский флаг, который во время исхода был привезен с родины. К сожалению, в этой семье не осталось мужчин, старшие умерли, молодежь разошлась, большинство из них так и осталось бездетным. И из представителей этой семьи остались только женщины, которые очень далеки как от черкесской культуры, так и черкесской историографии. Поэтому попытки дотянуться до вот этого наследия пока у нас не увенчались успехом, но мы все еще питаем надежду, что каким-либо образом мы сможем до него добраться. Флаг находился... В Адыгее до сих пор есть эта фамилия. У меня даже в друзьях один доброволец, воевавший в Абхазии, его зовут Рамазан. Ну, позже вспомню фамилию, мы его включим обязательно в подкаст. Черкесов спасло... Сиюховы, все, извиняюсь, фамилия Сиюховы. Да, в роду Сиюховы в городе Манбидж якобы находился флаг, который в свое время был вывезен с территории Черкесии. У Чингиза Айтматова есть такое понятие манкурт, когда раба захватывали, ему стирали память и уже из него лепили, что хотели. Черкесы уже были близки за вот эти 80-70 лет советской власти, уже очень много было утрачено, уже практически исчезла национальная идентичность. И наступает перестройка, гласность, люди начинают, получили возможность говорить, зарождаются национальные движения, неравнодушные люди получают возможность объединяться и поднимать соответствующие наболевшие темы и вопросы. В России с этого начинается возрождение черкесского флага. Как это происходило? Это очень интересная такая история, и, конечно же, везде она немножко трактуется по-разному. Наиболее ревниво к своему вкладу в возвращение относится в Адыгее. Насколько я знаю, огромную долю во вклад этот привнесла семейная чета Куйоку, Асфар со своей супругой. И честь им и хвала за это. Они одними из первых приложили руку как к восстановлению, так и популяризации этого флага. Ни в коем случае нельзя забывать заслуг Альмира Нуховича Абрегова. Я его очень хорошо знал, очень долго беседовал с ним на разные темы, в том числе и по черкесскому флагу.
Он обещал написать огромную монографию, посвященную непосредственно черкесскому флагу. К сожалению, дни его были коротки. Он не успел этого завершить, сделать. Вот. Что касается Кабарды. Самый первый флаг здесь появился благодаря покойному Ибрагиму Науржанову, который на швейной машинке своей матери вышел самый первый флаг и везде ходил с ним. Настолько он был романтически настроен и настолько национально одухотворен, он практически не расставался с ним, и даже в какой-то момент он смог каким-то невероятным усилием сподвигнуть парламент Кабардино-Балкарской республики в качестве национального вывесить черкесский флаг, и он где-то месяца 2-3 провисел на здании парламента Кабардино-Балкарской республики. Это исторический факт. К сожалению, Ибрагим Науржанов погиб в Абхазской войне одним из первых. Иначе, наверное, он бы намного лучше нас самих рассказал бы все, что вот это было. Но из рассказов его друзей я точно знаю, что самым первым популяризатором и, скажем так, личным творцом этого флага в Восточной Черкесии, в Кабарде, был Ибрагим Науржанов. Как я понимаю, в Адыгее и в Кабарде эти процессы шли практически одновременно. И там активисты национального движения нашли в архивах флаги. В Адыгее это был Адам Хуаде. Там была группа, я всех фамилий не помню. Адам Хуаде, кстати, тоже отправился добровольцем и тоже погиб. Очень знаменательно, что оба человека, возродившие черкесский флаг, один в Адыгее, один в Кабарде, оба отправились защищать Абхазию, и оба там погибли. Опять же, тема хаса. Черкесский флаг возродился тогда, когда появилась возможность собирать хаса. Тема хаса и черкесского флага идет через всю историю черкесов от его возрождения, от его появления до его возрождения в 90-е годы. На самом деле это абсолютно логичная связка. Когда, как говорил герой одного мультика, неправильные пчелы делают неправильный мед. Неправильная национальная политика в стране производит неправильных черкесов. Неправильных черкесов, которые чураются своего языка, своей культуры, своей истории. Объявляют это как минимум недостойным, а появляются такие индивидуумы, манкорты, как ты их правильно назвал, которые называют свою историю преступной. Якобы черкесы были грабители, воровали, делали набеги, устраивали. Экономика Черкесии была набеговой, и в связи с этим потерявшая терпение добрая, но грозная Российская империя вынуждена была, защищая своих поселенцев, дойти до Черного моря. У меня в связи с этим возникает вопрос. Все мы знаем, что фактически отмена рабства в России шла параллельно вот этой войне. И практически вот эти даты совпали. Крепостное право было отменено в 1961 году, война официально была завершена в 1864 году, что не может не вызывать уверенности в том, что это не случайно. Для империи требовались новые поселенцы на новые земли, которые она завоевала. В связи с этим у меня вопрос. В стране, где большая часть населения – это крепостные люди, не имеющие никакого своего имущества, что там можно было грабить и что там можно было брать в результате набегов? Ничего. Ничего. Это абсолютный имперский штамп, который давал благословение на завоевание страны. У нас, может быть, не было какого-либо огромного такого материального имущества,
но у нас была своя собственная страна, очень богатая, очень плодородная, страна, в которой никогда не было голода, в отличие от так называемых цивилизованных стран, в которых для распределения насилия и блага не требовались государственные инструменты. У нас была страна. Страна в самом высоком его смысле, в том виде, к которой сейчас стремятся, с парламентом, решения которого исполнялись неукоснительно и чьи указания и решения фактически являлись сакральными. И у нас отняли именно то. Можно ли было избежать этой войны? Нет, невозможно было. Я опираюсь на исследования одного нашего, пока еще не прозвучавшего философа, который говорит о разницах управления в двух странах. В Российской империи бытовало абсолютное право власти. Вся власть принадлежит императору, то есть одному человеку. В Черкесии же безукоризненно овладела властью теория о власти права, то есть власти закона. Там, где противостоят друг другу решения законодательного органа и решения одного человека, который может быть зачастую не совсем адекватен, да, неизбежен конфликт. И этот конфликт возник. В этом основная и явная причина конфликта. Полное несовпадение форм государственного устройства. И, возможно, одна из причин того, почему кабардинские князья в начале войны очень часто проигрывали, попадали в ловушки, проигрывали в коварстве русским военачальникам по одной простой причине. Кабардинские князья договаривались с теми, кого они считали равными себе, и свято следовали этому договору. Для русского же военачальника договор не стоил ничего, потому что он всего лишь слуга императора, и все его решения мог отменить любой, которого поставят на его место, допустим. И все вот эти договора не стоят и выеденного яйца. И все договора, заключенные вначале в Кабарде, как я говорил, а затем уже и с западными предводителями, да, они всегда служили одному – перегруппировке, изменению этого договора и следующему мощному удару. Вот так вот мы и теряли свою страну. Также я бы добавил, что к богатствам Черкесии, самым главным богатством Черкесии была незыблемость свободного духа каждого Абсолютно индивидуума. Верно. Абсолютно верно. И даже раб обладал здесь огромной свободой, немыслимой ни в какой другой стране. Раб, который был фактически имуществом своего хозяина, даже он обладал чувством собственного достоинства. При всем парадоксальности вот этой ситуации. Очень часто описывались такие случаи, когда вот такой не принадлежащий самому себе человек абсолютно свободно и достаточно дерзко, но не теряя как уважение к себе, так и уважение к собеседнику, разговаривал со своим хозяином. И есть вот такой описанный уже таким просветителем из рода Ханаква Казагиреем случай, когда бывший раб и его хозяин уже пришли вместе в русскую администрацию, в которой заседал сам Казагирей, и попросили письменно оформить их соглашение. Для чего? Бывший раб также не считал себя более свободным, как распорядилась новая администрация, а считал отношения между своим хозяином и собой незыблемыми, нерушимыми, и во избежание нарушения этого слова как своими детьми, так и, возможно, детьми своего хозяина, просил оформить их официально, чтобы, цитата, да, они не опозорили память своих предков, которые
пришли к такому соглашению. Такие парадоксальные ситуации тоже были, и даже здесь вот фиксировались такие случаи, что еще в 20-х годах 20 века бывшие крепостные определенных фамилий по-прежнему считали себя обязанным какие-то уорктен по-прежнему преподносить своим хозяевам. И уже подходя к завершению нашей передачи, последний вопрос. Какие надежды мы возлагаем на наше национальное знамя? Здесь, наверное, правильнее говорить, какие надежды возлагает наше национальное знамя на нас. Потому что знамя – это символ, и как мы относимся к этому символу, так он и будет представлен миру. В свое время страна-завоеватель смогла у определенной части населения, как мы говорили ранее, придать забвению этот флаг. Я не думаю, что в настоящее время с развитием технологий, с развитием связи это уже станет возможным, но есть опасения, что этому флагу могут придать отрицательный, нежелательный какой-либо оттенок, потому что часто меняющие свой вектор развития сообщества не придают особого значения тем символам, которые у них присутствуют в настоящий момент. А да, они ими якобы гордятся, но с таким же успехом они будут гордиться и новоявленному символу, потому что пропаганда и государственное давление всегда для них важнее, чем их внутреннее состояние. Учитывая то, какое значение придают сами черкесы своему национальному флагу, аквамариновому, зеленью, серебром флагу с золотыми звездами, можно уверенно говорить о том, что этот флаг как стал в свое время символом единства, так и будет оставаться всегда символом единства, к которому стремится черкесский народ на все наше обозримое будущее. В любом случае, мы живем несколько по-другому. Мы живем намного более медленно, чем окружающие нас быстро развивающиеся народы. Это не говорит о том, что мы не умеем развиваться. Это говорит о том, что мы живем не торопясь. Для нас вот эти вот перепады не должны иметь особого значения. Мы должны знать, кто мы, откуда мы происходим и к чему мы должны прийти. Как только мы сформулируем, к чему мы должны прийти, этот флаг станет символом нашего ожидания и нашего будущего. Так я вижу будущее черкесского общенационального флага. Упсо, Аслан, я думаю, получилась очень интересная беседа. И на этом мы заканчиваем нашу передачу. قد خواقا قد دعوا عم دك جحت حسد عامجي تحم بسابقو في دش